Событие, которого ждали 7 лет. В Красноярске состоялось открытие первой в истории России зимней универсиады. Должен знать каждый. В Мирнинском районе продолжается работа по информированию населения о мерах поддержки семей с детьми. Жительница Якутска Акулина Савина отмечает вековой юбилей. В чем секрет ее долголетия? Это новости в прямом эфире. В студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Дан старт универсиаде 2019. Впервые в истории зимняя универсиада проходит в России. Открытие всемирных студенческих игр в Красноярске посетил президент Владимир Путин. Торжественная церемония состоялась накануне на Платинум-арене Красноярск и собрала тысячи людей. Город ждал этого события последние 7 лет. Режиссером церемонии открытия стал олимпийский призер Илья Авербух. Более 1000 артистов показали самобытную культуру и быт народов, живущих на берегах Енисея. Друг друга сменяли сцены о достоянии Сибири и достижениях ее жителей. Апофеозом грандиозного открытия стало необычайное зажжение огня. Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина и 10-кратный чемпион мира Сергей Ломанов зажгли чашу огня студенческих игр, и горящий хоккейный мяч попал в Енисей, а его энергия через реку передалась чаше. Завершилось действо грандиозным фейерверком. Напомню, 29-е зимние студенческие игры пройдут со 2 по 12 марта. Всего будут разыграны 76 комплектов медалей в 11 видах спорта. Впервые в истории универсиад, помимо привычных зимних видов спорта, будут представлены соревнования по спортивному ориентированию на лыжах и хоккею с мячом. Предварительные соревнования стартовали еще в пятницу. Первые медали будут вручены уже сегодня. Переходим к региональным новостям. В Мирнинском районе продолжается работа по информированию населения о мерах поддержки семей с детьми. Напомним, соответствующий указ глава Айсан Николаев издал в середине февраля этого года. Пока специалисты управления социального развития посетили поселок Чернышевский, но уже в ближайшие дни они побывают во всех поселениях Мирнинского района. Добавим, что в районе уже несколько лет устойчиво держится один из самых высоких показателей рождаемости в республике. В 2018 году рождаемость в Якутии снизилась на 26%, а в Мирнинском районе наблюдался рост на 34%. Мы начали по поселениям сейчас выезжать с данной информацией. И население это услышало, и, конечно, они очень были рады, что действительно сейчас будет такая еще дополнительная поддержка. Значит, на сегодня у нас, можем сказать, с 1 января 2019 года родились 76 детей. Красивый букет и искренние поздравления на вековой юбилей. Жительнице Якутска, ветерану тыла Акулине Григорьевне Савиной сегодня исполнилось 100 лет. Она родилась в далеком 1919 году в Харулинском наследии Нюрбинского района в многодетной семье. С детства она познала работу по хозяйству, ходила на охоту, рыбачила. В годы войны Акулина Григорьевна работала в колхозе, потом, переехав в Якутск, стала мастером по шитью, передовиком производства. У долгожительницы 5 детей, много внуков и правнуков. Ее секрет долголетия – любовь к труду, хорошее настроение и здоровый образ жизни. Сегодня Акулине Савиной вручили почетный знак ЮЕСАС, сертификат на 100 тысяч рублей и поздравительные письма от президента России Владимира Путина и главы республики Айсена Николаева. Отмечу, что Акулина Савина стала 4-й 100-летней жительницей Якутска. Когда говорю знакомым, друзьям и так далее, у меня мать есть, все удивляются, как так и так далее. И даже когда говорю, 100 лет исполняется, все удивляются, ну какой молодец, какой счастливый человек. Вчера в «Вечерний Якутск» была статья о ней, и она заголовок спокойно прочитала, потом фотографию узнала, а вот стою я, вот с внуком стою я, а вот в молодости я сижу. Конечно, мы желаем еще дольше прожить, как можно дольше. Мы будем ее со всех сторон охранять, как говорится, лелеять.
В Якутске продолжает свою работу традиционная выставка-ярмарка «Рыба Якутии». Свой улов на прилавках представили около 20 участников, а посетители, кроме знакомства с местной продукцией, приняли участие в конкурсах, мастер-классах, а кому-то повезло больше, они смогли бесплатно отведать ухи. Обо всем этом подробнее расскажет Юрий Осипов. Ярмарка проходит 3 раза в год. В марте, к концу подледной рыбалки в октябре, участники представляют последний улов летне-осеннего сезона. И в декабре, под самый Новый год, сюда привозят первые дары подледки. К ярмарке допускаются только те участники, у которых есть ветеринарные свидетельства на всю продукцию. Иннокентий Колесов из села Тумат Устьянского района – один из постоянных участников. Людям настроение стопроцентное, цены у нас низкие, получается, на ярмарке. Это очень полезно для народов. Вот они поэтому вот ждут и радуются, покупают, все довольны. Вот знают, которые вот у кого рыба вкусная, вот это плюс у нас. Потом они сами звонят, рыба надо, доставляем. В рамках ярмарки на Комсомольской площади провели акцию «Вкусная уха», а также мастер-класс от шеф-повара и мастера своего дела по приготовлению стейка из осетрины. Осетр – это, сами знаете, самая вкусная рыба в нашей Якутии. Осетр, там даже ничего не надо. Разделал, убрал визигу, и пожарил, чуть-чуть посолил. Главное в стейке из осетра, главное не пересолить рыбу, и не пережарить. Вот и все. И чтобы рыба была свежая. Вишенкой на торте ярмарки стал традиционный конкурс строганины. В нем приняли участие 4 человека. Каждый пришел со своей рыбой. Главное условие, чтобы чир для блюда весил ровно 1,5 килограмма. Это необходимо для честного проведения конкурса. Участники соревновались в скорости строгания, качестве стружки. Также оценивалась высота, выложенная из рыбы башни. Специально для этого конкурса участники натачивают свои ножи. Здесь важно все, даже угол, под которым строгают рыбу. Победителем конкурса стал Иннокентий. Ему удалось быстрее всех справиться с поставленной задачей. Жюри по достоинству оценили навыки нашего героя. Выставка-ярмарка будет проходить на протяжении 2 дней. Юрий Осипов, Семен Семенов, Якутск. В скором времени жителям Якутска удастся отведать не только ухи, но и блинов. Масленица в этом году начнется 4 марта и продлится по 10 марта включительно. Ее начинают праздновать за неделю до Великого Поста. Дата празднования привязана к православной Пасхе, однако исторически Масленица – древний славянский праздник, который символизирует проводы зимы и радостное ожидание весны. Народное гуляние длится неделю и завершается прощенным воскресеньем. А в Белоруссии специально для туристов уже провели своего рода историческую реконструкцию. Первые масленичные гуляния в Музее народной архитектуры и быта в деревне Озерцо Минской области. Веселье прошло согласно всем народным обычаям и традициям. Не обошлось и без обязательного обряда сжигания чучела. В столице региона прошел товарищеский матч по гандболу между сборными Германии и Якутии. Составы команд весьма необычные. Все подробности у нашего корреспондента Ольги Башук. Буря эмоций, предвкушение захватывающей игры. На поле встретились команды из разных стран – России и Германии. Особенность этих соревнований в том, что в составе команд присутствуют учителя, студенты, школьники и люди с ментальными заболеваниями. Это инклюзивный спорт, и мы вместе играем, мы одна команда, и каждый играет так, как может. Доступное образование для всех, то есть инклюзивное, уже стало нормой во многих развитых странах и начинает набирать обороты и в нашей республике. В Германии как бы это относится к инвалидам, как бы терпимости или как-то. Слово такое забыл. И у них проблем с этим нету, но у нас какие-то есть проблемы. Вот, например, кто-то когда болеет. Но вот сейчас бы все клонится, что школы наши образовательные тоже, наверное, станут инклюзивным с образованием, наверное. Инклюзивного образования.
Этот товарищеский матч – показатель того, как спорт стирает грани между людьми. Становится неважно, из какой ты страны и на каком языке разговариваешь. Здесь никто не гнался за победой, ведь самое главное – это искренние эмоции во время игры. Мне очень нравится, что люди, которые живут так далеко друг от друга, встретились, чтобы посоревноваться. Такой вид общения является важнейшим фундаментом взаимопонимания. Мероприятие состоялось благодаря договору о сотрудничестве между школами Гамбурга и Якутска. Вот это наш лозунг нашего сотрудничества. Значит, это мосты. И потом каждый человек, который принимает участие в этом проекте, это как мост. Мост между Германией и Россией. Значит, те, которые первый раз в России, они, конечно, побольше понимают, ну, как люди здесь живут, что здесь очень хорошие люди. А те, которые из России, потом в Германии, они тоже такие опыты они получают. И это, я думаю, что очень актуально и очень важно, что люди обмениваются. С 2014 года ежегодно к нам приезжает группа школьников, учителей, родителей из школ Германии. И также ежегодно ездят наши школьники с ответным визитом. С каждым годом проект школьного обмена становится более многоаспектным. Особенностью нынешнего визита стал социальный проект, посвященный инклюзивному образованию. Ольга Башук, Григорий Охлопков, Якутск. В Якутске сегодня определят лучших дрифтеров на льду. На озере Птицефабрики проходит 5-й этап соревнований по зимнему дрифту Cold Winter 2019. Всего заявлено 14 участников, им предстоит пройти квалификацию и парные заезды. Набравший большее количество баллов станет победителем. Финал соревнований пройдет в конце марта, где выявят абсолютного победителя по итогам 7 этапов. Сейчас начнется квалификация, и, думаю, будет минут 45, час будет продолжаться. В общем, судим мы ребят по... Дается им специальное задание, по которому они должны будут проехать данный участок, как говорится, трассы, и поэтому будем судить. После этого начнется уже парные соревнования, где мы уже будем смотреть, кто из них сильнейший, и там будет уже выбывание. И так по сетке, как говорится, до самого лучшего, до победителя. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий не только в республике, но и за ее пределами. Еще больше информации на наших официальных сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Спасибо за внимание и оставайтесь с нами.